Представляю вам заведующую музей квартиры Мусаджалии, Елизавета Потапова. Она пройдет экскурсию по музею. Добрый день, здравствуйте. Рады вас всех приветствовать в нашем музее. Наш музей работает начиная с 1983 года. Сегодня он занимает 2 трехкомнатные квартиры. Мемориальная квартира находится напротив, по счету получается 28-я. В этой квартире известный татарский поэт Муса Джалиль жил, начиная с сентября 1940 года до ухода в действующую армию. Жил со своей семьей, супругой Шаминой Ханум и с маленькой дочерью Чулпан. Сегодня музей имеет мемориальную часть. Есть у нас небольшой выставочный зал, потому что 28-я квартира, на тот момент, когда здесь жила семья поэта, она была коммунальной. По соседству с семьей поэта в одной комнате жила еще другая семья. И вот именно в той комнате сегодня работает выставка, интерактивная выставка «В гостях у Мусы». Зал, в котором мы с вами находимся, мы очень громко называем нашим литературно-музыкальным салоном. Как вы уже успели заметить, здесь тоже работает экспозиция. Назвали мы нашу новую экспозицию «Поэзия, любовь, война». Название не является цитатой из какого-либо произведения Мусы Джалиля, но эти 3 слова очень емко определяют всю его биографию. Писал он очень много, мог писать в любых условиях. До войны успел издать 10 поэтических сборников. Работал над 6 либретто, из них Ильдар и Алтынчеш были поставлены на сцене. Поэтому прежде всего поэзия. Любовь в жизни каждого человека играет очень большую роль. Здесь это любовь к отчизне и к своему народу. Война, к сожалению, была самая трагическая страница поэта, в судьбе поэта. Но именно война, наверное, принесла ему и бессмертие. Из этого дома поэта дважды провожали на фронт. Так получилось. Да, по занимаемым должностям, а в нашем городе, начиная с 1939 года, он занимал большие и ответственные посты. Он работал в театре оперы и балета, был председателем Союза писателей нашей республики, депутатом Казанского городского совета. Он имел полное право остаться в тылу. Но от такой возможности он отказался сразу же. 13 июля 1941 года поэт официально получает повестку. Буквально 2 недели он находился в лагерях под Казанью. Затем его направляют на курсы политработников. Эти курсы он окончил именно в нашей республике, в городе Мензелинске. И после окончания появляется возможность заехать домой. Это начало 1942 года. Это всего лишь неделя, но счастливая неделя. Последний раз его провожают 8 января 1942 года. Находясь в резерве в Москве, 12-го он пишет письмо. Письмо адресовано супруге. Последний мой отъезд из Казани был самым тяжелым моментом моей жизни. Почему это так, я объяснить не могу. Не видя никаких особых причин в день расставания, я с испугом начал сомневаться, не есть ли это предчувствие того, что я больше не увижу ни тебя, ни Чулпан. К сожалению, предчувствия поэта оправдались. Оказался он в очень тяжелом участке войны, знаменитый второй ударный. Итак, в экспозиции вот здесь есть карта-схема расположения второй ударной армии. Не мне вам рассказывать о положении армии. Поэт, корреспондент газеты «Адубага». Уже по названию понятно. Газета выходила на русском языке. Человек, который писал исключительно только на татарском языке, оказался в редакции русской газеты. Да, он русский язык знал. У него высшее университетское образование, но рабочий язык был родной язык. Тем не менее, в каждом номере газеты, которые дошли до нас, можно увидеть его статьи. Продолжал он писать и стихотворения. Во время войны вышли еще 2 сборника. 1943 год «Тупща Анте. Клятва артиллериста». В
В 1944 году в переводе на русский язык «Письмо из окопа». На сегодняшний день известно единственное стихотворение, написанное на русском языке. «Весенние резервы Гитлера». Стихотворение было написано на заказ, специально для номера газеты. Оказавшись в тяжелых условиях окружения, 27 мая 1942 года официально он составляет завещание. И все свое творчество доверяет другу Гази Кашапу. Вот его фотография. Он остался верен завещанию, очень много сделал, чтобы вернуть имя поэта народу после войны. Первую монографию о нем написал Гази Кашап. Армия, которая оказалась в окружении, конечно, пыталась, но это не всем удалось. Вот наглядный документ, обратите, пожалуйста, внимание. Этот список составляет опять секретарь газеты Виктор Александрович Кузнецов. В 2 столбика написаны фамилии. Как видите, один из них очень маленький и замыкает фамилия Залилова. Все мы с вами прекрасно знаем, это официальная фамилия Мусы Джалиля. На всех документах такая фамилия стоит. Залилов Муса Мустафович. На родном языке это звучит Джалилов. И в литературных кругах фамилии были сокращенные. На этот лад он тоже сокращает Джалиль. Но на русском языке Залил не звучит. Поэтому он переводит на русский язык татарскую букву с помощью 2 букв. И вот такая фамилия, литературная фамилия Джалиль, это идет уже с 29 года. Именно в 29 году впервые в переводе на русский язык было опубликовано его стихотворение под такой фамилией. Была версия, его видели вышедшим из окружения. Потом появляется сомнение, на документе вопросительный знак. Под конец фамилию пришлось зачеркнуть. Из многочисленных сотрудников газеты «Отвага» удалось выйти из окружения всего лишь 7. Дальнейшая жизнь поэта, к большому сожалению, связана с пленом. Тяжело раненый он оказался рядом. Позднее он об этом пишет. Пишет в стихотворении «Прости, Родина, прости меня, твоего рядового, самую малую часть твою. Прости за то, что я не умер смертью солдата в жарком бою». Не случайно появление этого стихотворения. Дальше были лагеря. Их было очень много. Потом подпольная работа в легионе Игаль-Урал. Наш легион назывался именно так. Легионы создавались начиная с 1942 года. Параллельно нашего легиона называли еще именно татарским. Только военных батальонов было в легионе 7. У каждого легионера на руках был вот такой документ, который доказывал, что этот человек действительно уже является солдатом Третьего рейха. Но среди легионеров, во-первых, очень быстро организовалась партийная ячейка, потом уже появляется подпольная организация. Главная цель была поставлена – получить оружие и перейти к своим. Первому батальону это удалось сделать. Пакет документов хранится в Белорусском архиве. В нашей экспозиции мы показываем копию только одного документа о переходе 825-го батальона 23 февраля 1943 года на сторону к белорусским партизанам. Также вы видите фотографию человека, который принял их в свой отряд, Михаил Дрюлин. По документам точно известно, на следующий же день с оружием самих же немцев, получается, батальон принял бой против фашизма. Остальных на фронт не посылали. Поэтому подпольная организация меняет свою тактику и готовит большое общее восстание. Намечается на август 1943 года. Но за несколько дней до восстания все ядро подпольной организации, в том числе и Муса Джалиль, были арестованы. Дальше жизнь в тюрьмах. Это Моабит, Шпандау, Тегель и Блёценцель. Из этих 4 названий наиболее часто мы повторяем название Моабит. Для нас
Для нас она стала знаменитой благодаря стихотворениям Джалиля, которых весь мир знает именно под таким названием. Звучат они сегодня на 50 мира. Крохотные тетради через всю Европу шли, и сразу же, можно сказать так, дошли до Родины. Первый в 46-м, второй в 47-м. Первый блокнот — это 60 стихотворений, практически все записи, кроме титульного листа, написаны арабской графикой на татарском языке. Второй блокнот — это 50 стихотворений. Все записи, также кроме титульного листа, можно сказать так, написаны латинской графикой на татарском языке. В общей сложности мы получаем 110 стихотворений, но 19 из них повторяется. Стихи разные. Конечно, это прежде всего тоска. Тоска по родине, ратной. Коль обо мне тебя весь принесут, скажут: изменник он, родину предал. Не верь, дорогая, слово такое. Не скажут друзья, если любят меня. Я взял автомат и пошел воевать в бой за тебя и за родину мою. Тебе изменить и отчизне своей, да что же останется в жизни моей? Стихотворение называется «Шамма, не верь». Так он обращается к супруге. Удивительно красиво звучат стихи Мусы Джалиля на родном языке. Юллар, юллар, мені туған ертан, айырып йырақ алып кеттігіз. Жетер инде ұзақ қонақ болдым, қазір кире үйге елтігіз. Бик сағындым таныш қырларымны, орманымны, көпір башымны. Бик сағындым мені үзіліп сүйген, нешкемелен қара қашымны. Шитіндесің шитке кеткен шақта, ярты жаның қалса айырылып, яры әлі сүю білән бірге, бар йөрәктә қырыш түземлек. Это строки стихотворения «Дорог». Если у вас появилось желание узнать, о чем это стихотворение, благодаря электронной версии, стихотворение можно найти в переводе на русский язык и прочитать хотя бы одну строчку в переводе уже на русский язык. Итак, судьба тетради счастливая. Начиная уже с 16 марта 1966 года подлинные моабитские тетради хранятся в фондах Национального музея Республики Татарстан. В нашей экспозиции представлена полная факсимиле. Также есть электронная версия, как я уже подчеркнула, благодаря которой и каждую страницу можно открыть, обратить внимание на каждую букву, на каждую запятую. Начиная с 1953 года моабитские тетради издавались многотысячными тиражами. Впервые до читателей дошли они 25 апреля 1953 года. Опубликовал их Константин Симонов. В литературной газете было опубликовано всего лишь 6 стихотворений. Вот когда я об этом говорю, мне немножко грустно, потому что впервые до читателя дошли они, вот эти 6 стихотворений, не на родном языке, в переводе на русский язык. Первый переводчик этих 6 стихотворений — Илья Френкель. После этого появляется целый сборник на родном языке, потом уже последовательно на других языках. Но судьба самого поэта, сравнительно с тетрадями, и его товарищей трагичная. Арестованных вместе с ним было много, но всю тяжесть на себя взяли только 11 человек. И все 11 в феврале 1944 года имперским судом Третьего Рейха были приговорены к смертной казни. И ждали исполнения этого жуткого приговора 6 месяцев. То, что итог такой будет, он, видимо, предполагал. Уже через месяц после ареста он пишет стихотворение. Приговор сегодня объявили. К смертной казни он приговорен. Только слезы, что в груди кипели, все иссякли и не плачут. И то, что 25 августа 1944 года, конкретно дату не знал, но последние минуты, может быть, такой, видимо, тоже предполагал. Есть стихотворение: «Не преклоню колен, палач, перед тобою,
хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. Придет мой час, умру, но знаю, умру я стоя, хотя ты голову отрубишь мне, злодей. Весь процесс — это полчаса. На каждого было отведено 2 минуты. А после, как будто ничего не случилось, на каждого заполнялись вот такие карточки. Это ж на той точностью все написано. Кто был казненный, откуда родом, кто у него родители, женат ли этот человек. Если да, какая была девичья фамилия у супруги, даже это указано. И на этих же карточках указывается точное время. 12 часов 18 минут. Среди 11 5 был казнен Муса Джалиль. Благодаря этим карточкам мы точно знаем, сколько человек казнен вот в этом зале. С приходом фашизма во власть. 2891 человек. Из бывшего Советского Союза 24. Из 24 11 сыновья татарского народа. Больше ни одного народа, а мы берем только народов СССР. Такого случая не было. И учитывая это, в связи с 50-летием Великой Победы, президент нашей республики Мединер Шарипов Ишамиев обратился с просьбой увековечить имена казненных татар именно в Германии. Была отлита специальная плита именами казненных. Ветераны эту плиту доставили в Германию с просьбой об установке. Но мы получили отказ. Было 2 причины. Первая – мемориальная зона. Да, мемориал работает уже, начиная с 1952 года. Дополнение не предусмотрено. Понятная причина. Можно было принять, если дело было только в этом. Но была вторая причина, которая практически всех нас убила. Нет доказательств, что они были участниками сопротивления. То, что их казнили на гильотине, не является доказательством. Но это подстегнуло нас и на новые поиски. Подключились московские татары, подключились сами сотрудники Музея сопротивления в Германии. Благодаря общим усилиям в 2001 году в так называемом Пражском архиве в Германии был обнаружен новый документ. Выписка из протокола суда. Документ озаглавлен Гайнан Курмаш и 10 других. 10 других фамилий, как видите, перечисляются. Фамилия Мусы Джалиля идет под псевдонимом Гумиров. Это был известный нам уже псевдоним, поэтому ничего удивительного мы здесь не нашли. Оказавшись в плену, он представился учителем истории Гумерова. Но на этом документе идет уже двойная фамилия. Уже вычислили Гумеров и Джалиль, это один и тот же человек. Итак, в отличие от этой карточки, которая давно была у нас на руках, здесь четко написано, за что же они приговорены к смертной казни. Подрыв мощи рейха, содействие врагу. Благодаря этому документу удалось доказать, что они являются участниками сопротивления. Через год в Музее сопротивления в Германии появилась небольшая экспозиция, посвященная нашим землякам. Правда восторжествовала. Джалиль – герой Советского Союза. За мужество, за стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 56-й год посмертно. Через год он стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». Он единственный поэт, удостоенный 2 высших государственных наград. Имя Мусы Джалиля носит многие места. Практически в каждом городе есть улица. В нашей республике поселок. О нем очень много написано. Стихи, поэмы, пьесы, романы, оперы были ему посвящены. Даже есть планета, сравнительно с нашей маленькой, но такая есть и называется Джалиль. Конечно, своеобразным памятником является наш музей. Нашему музею повезло. Когда создавалась мемориальная экспозиция, жива была еще супруга поэта Амина Апа. К большому сожалению, сегодня ее знают уже нет.
Она ушла из жизни в 2006 году. Полных лет ей было 93. Амина Апа целенаправленно именно под фонд нашего музея передала. Поэтому мы всегда с большой гордостью подчеркиваем в мемориальной части экспонаты у нас подлинные. Практически 90 с лишним процентов. Если есть вопросы, пожалуйста. Вместе. Мы вместе. Университет, где учился Муса, Московский государственный, и всю жизнь проработал в одном издательстве редактором. В апреле, буквально через несколько дней, полных лет будет уже 82. А этот род продолжается, Жалина? Род продолжается. Внучка есть, и пианистка, педагог Татьяна Малышева. Правнук, студент первого курса, будущий музыкант, скрипка, инструмент. Есть маленькая девочка, которая тоже очень серьезно занимается музыкой. 4 класс, специальная школа при Московской консерватории. Инструмент тоже скрипка. Есть вопросы? Итак, это комната, в которой жили соседи. Наш небольшой, тот самый выставочный зал. Выставка наша называется «В гостях у Мусы». Приблизительно вот в такой обстановке прошло детство поэта в Оренбургской области, в деревне Мустафино. Несмотря на то, что Оренбургская область, деревня Мустафино чисто татарская деревня, и вот такая обстановка окружила поэта в детстве. Когда мы работали над выставкой, конечно, мы искали описание избы и нашли у одного исследователя. Это Рафаэль Мустафин. В своей книге он четко пишет: одну треть избы занимала печка. Так у нас в выставочном зале появилась имитация печки. Почти половина избы занимал сяке. В доме был обеденный стол, маленький посудный шкафчик и большущий сундук. Еще раз повторяю, выставка интерактивная, она специально сделана для малышей, чтобы у них была первая встреча с героем именно вот на равных. Мы рассказываем им только о детстве. Это переплетается с курьезными моментами из его детства, со сказками, легендами. И, конечно, представляем и род. Мама Мусы, Рахима Апа, отец Мустафа Абзы. Не случайно я в первую очередь представляю маму, потому что в этой семье именно она была главная. Отец поэта, несмотря на то, что жил в деревне, никогда сельским трудом не занимался. К большому сожалению, за ним, говорят, был большой грех. Это было совсем не присуще для татарского народа, тем более для того времени. Отец любил выпивать. И жизнь у него была связана с торговлей. Ушел из жизни рано, уже в 19 году, когда будущему поэту было всего лишь 13 лет. Вместе с ними жила бабушка Гильми. Фотографии бабушки не сохранилось. В воспитании детей она сыграла очень большую роль. Детей было много, 11. Муса был 6-м, но, к большому сожалению, из 11 выжили только 4. Старший брат Мусы Ибрагим, сестры Зайнаб и Хадича. Сам Муса – самая первая фотография, которая до нас дошла. Здесь он уже шакирт в мадресе. Он окончил знаменитое мадресе города Оренбурга Хусейния. Получив в этом мадресе образование, он сумел затем уже получить высшее образование в Московском государственном университете. Деревенская жизнь у него была очень короткой, это всего лишь 7 лет. Затем они всей семьей переезжают в город Оренбург. Правда, семья потом возвращается обратно в деревню, Муса едет дальше. В 22 году впервые он приезжает в наш город, это его первый приезд. Здесь он учился 2 года на рабфаке при Казанском педагогическом институте. Потом возвращается на родину. Начиная с 27 года жизнь поэта была связана с Москвой. Это 12 лет его жизни. В 1939-м, вы прекрасно это знаете, в связи с открытием Татарского оперного театра поэт переезжает сюда, в Казань. И в сентябре 1940 года получает в этом доме квартиру. Дом наш старый, он был построен именно в 1940 году. Они были первыми жильцами.
И в отличие от наших современных домов, в этом доме практически все квартиры трехкомнатные, почти все жили с подселением. Вы уже знаете, не исключением была и семья поэта. Занимали они всего лишь 2 комнаты. Проходите, пожалуйста. Запах этого. Сами делаете. Итак, именно здесь, в Казани, у поэта в домашних условиях появляется кабинет. День был насыщенный, заниматься творчеством оставались только вечера и ночь. Вот его письменный стол, подлинный, тот самый, которого он купил в 1935 году в Москве. Правда, купил в комиссионном магазине. Кому принадлежал стол до него, мы не знаем. Выяснять задачу такую и не ставим. Для нас это прежде всего его стол. Как видите, очень интересный, состоит из многочисленных ящичков с маленького шкафчика. Все они практически закрывались на ключ. Поэтому, шутя, увидев этот стол, он друзьям сказал: все секретные бумаги от жены я буду хранить здесь. Хотя в 1935 году он еще был не женатым человеком. Видимо, какие-то секреты уже намечались. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту коробочку. Когда со стороны смотришь, на первый взгляд она воспринимается как элемент стола. Но это отдельная коробка, к столу никакого отношения не имеет. В этой коробке он держал запас перьев. На столе письменные принадлежности, рукопись либретто оперы «Алтын чеш», подстрочный перевод на русский язык, фотографии с любимой дочерью Чулпан и первое издание поэмы «Письмоносец». Сегодня мы его знаем как автора моабитских тетрадей, а вот до войны его знали как автора либретто оперы «Алтын чеш» и вот этой поэмы. Поэма написана очень красивым языком. Прочитав буквально первые 4 строчки на одном дыхании за один вечер, читаешь до конца. Темирбулат хат ташуше, бригадир кыз Файруза, Темирбулатның үзәген, шушы Файруза зә. Естественно, прочитав вот эти строчки, хочется узнать, чем же дело завершается. Итак, в кабинете поэта хранится его личная библиотека. Книги размещены в книжном шкафу. Шкаф ему удалось приобрести в 1936 году. Часть книг мы с вами видим на этажерке. На первой полочке этажерки хранится вот такой большой удлиненный блокнот, записная книжка. Сам он называл его «Амбаркнегесе». Каждая новая книга для него была дорога, и он вел опись. И, судя по описи, книг должно быть гораздо больше. Мы храним 216. Конечно, большое место занимают художественные произведения. Это наши классики. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Маяковский. Из татарских, конечно, Тукай, Бертмен, Шариф Камал. У поэта есть и словари, и литературная энциклопедия, и книги по музыкальному искусству. Он был очень музыкальным человеком. Приглашение в работу театр, оперный театр, это было не случайно. Все друзья знали, насколько человек талантлив от природы. Владел 2 инструментами, научился играть самостоятельно. Это мандолина и пианино. Вот эту мандолину купил в 1934 году и играл на ней в часы отдыха и во время праздников. Пианино – это была мечта. Сначала он мечтал себе купить инструмент. Как только родилась дочь, решил уже ей подарить, но, к сожалению, не успел. Видимо, это была его заветная мечта. Даже по дороге на фронт в одном из писем он упоминает об этом. Увидел детское пианино, решил сделать дочери сюрприз. И сам же подчеркивает, но не успел. Даже написал, сколько стоило это пианино. 900 рублей. Сегодня в какой-то мере можно считать, мечта поэта осуществилась. Внучка окончила институт Князиных по классу фортепиано. Итак, первый прижизненный бюст поэта. Это любительская работа. Автор-учитель одной из московских школ Гимат Темирбулатов. Известно, в 1936 году сам поэт позировал и, шутя, говорит: «Поэта во мне увидят. Ты обрати внимание на мои музыкальные пальцы, пусть их тоже видно будет. Скульптура небольшая, высота здесь всего лишь 22 сантиметра. Тем не менее, художнику удалось передать полное портретное сходство и в то же время его
музыкальные пальцы. Друг его, бесчисленных командировок, чемодан. На этом кресле он сидел. Это тот самый шарф, которого он носил. Жили они дружно. И как каждая семья, по-своему, были счастливы. Но началась война. Весть о том, что война началась, была объявлена по радио, репродуктору. В газетах есть призывы встать на защиту Родины, краткие информации советского информбюро. Война ворвалась и в этот период. После его отъезда семья осталась здесь. Но в 1943 году Амина Апа принимает решение переехать обратно в Москву. Со слов Чулпан Мусеевны, с большими трудностями осенью 1943 года им удалось доехать до Москвы. С тех пор потомки поэта живут в Москве. Поэт был заядлым шахматистом. Когда проигрывал, сам себя называл гробмейстером или грошмейстером. Когда удавалось выиграть, радовался, как маленький ребенок. Уникальный экспонат нашего музея – альбом, сформированный самим Джалилем, начиная с 1937 года. С содержанием альбома в электронном виде можно ознакомиться в первом зале. К большому сожалению, и в этой большой комнате есть экспонаты, которые напоминают нам о войне. Рукопись стихотворения «Хош акылым», так он обращается к супруге. «Киттим дусқа яқты бәхті бізні, бермәс үшін дұшман қолына, егылғанда алға егылырмын, киртә болып аның юлына. Чтоб нашего счастья врагам не отдать, тебя я покинул, родная, я раненый грудью вперед упаду, дорогу врагу преграждая». Написано стихотворение 9 сентября 1941 года. Незаметный, неприметный экспонат на первый взгляд, но для нас очень дорогой. Это тот самый ремень, которого он носил. У нашего народа был такой обычай. Перед дальней и опасной дорогой они обменивались поясами. Это была надежда, знак в новую встречу. В это они верили. И, вспоминая вот этот обычай, когда прощались с композитором Назибом Жигановым, обменялись ремнями. Так ремень поэта сохранился. Кстати, композитор жил в этом же доме, в этом же подъезде. Квартира была на первом этаже. Объединяла их творческая дружба. Благодаря этой дружбе родились оперы «Ильдар» и «Алтынчаш». Именно в этот дом, по этому адресу он писал свои письма. Письма были прежде всего адресованы супруге, но, несмотря на то, что дочь была маленькая и не умела ни читать, ни писать, он писал и ей отдельные письма. Все остальные письма пока хранятся у Чулпан Мусеевны. В экспозиции нашего музея копия одного единственного письма. Подлинник мы храним в фондах Национального музея Республики Татарстан. Можно обратить внимание на дату 9 марта 1942 года. Можно обратить внимание на адрес. Дом номер 17, квартира 28, где мы с вами и находимся. И не случайно, наверное, на последней странице первого блокнота у поэта есть завещание, где он обращается к другу, который умеет читать по-татарски. У него одна единственная просьба – аккуратно, внимательно переписать, а затем уже издать, как стихи погибшего поэта на фронте. Народ наш остался верен завещанию. Стихи Мусы Джалиля многотысячными тиражами издавались, издаются и очень быстро распространяются. Не случайно, наверное, подчеркнул: не думайте, что умерли, друзья. В сердцах миллионов буду жить всегда я.